Это встреча с жителями и каждая еще одна попытка властей достучаться до неплательщиков. Долг за голубое топливо в селе без малого составляет 50 миллионов. И это считаю только с мая прошлого года, когда создали новую компанию поставщика. Если за этот неполный год ежемесячные показатели по платежам еще держались отметки 20%, то за последние месяцы не достигли даже 7%. Месяца газ вагич, да, артиштич, ликимок одеждич, 6,9% я процент смешан. Ваши дают 1%. Даже на 5 минут, если отключить газ, свет, воду, сразу начинает звонить со всех точек села. И они обращаются и как в администрацию села, также и в правительство, и на телевидении, и в МЧС. Мы буквально 5-10 минут не можем вот без этого продукта обходиться, но почему-то платить за него мы не хотим. По данным газовой компании, в селе больше 2700 потребителей. За газ из этого числа платит только порядка 700 абонентов. Проще говоря, в списке неплательщиков больше 90% потребителей. Неудивительно, что это самые низкие показатели по всей республике. Такая картина сложилась разве что только в Сурхахи. На то, чтобы оплатить долги за газ, жителям дается ровно 20 дней. Кстати, отчет уже пошел. Уведомление о возможном отключении им направляют поадресно. Если за это время ситуация в селе в корне не поменяется, газовики обещают прибегнуть к крайним мерам. Жителей просят не доводить до этого. И если не весь долг сразу, то постараться погасить хотя бы часть по мере возможности. Тем более, что в газовой компании готовы в этом вопросе пойти им навстречу. 15 тысяч, 5 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч долга уже надой. Масняги, дердик, 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 ваш, дердик, 20 кол, дердик, сандина, дердик, сандета, дердик, 15 тысяч долги или нагадсан, хотя бы, дали 10 тысяч, дали реструктуризация задолженности, я сделал специальное соглашение. Это заключать, чтобы вас не отключали, не подавали в суд. Ничуть не лучше в селе и ситуация со светом. Долг за последний год перевалил за 54 миллиона. Хотя за март платежи составили около 30%. Такие данные приводит начальник Магасского отделения МРСК, призывая жителей не доводить до судебных разбирательств. Иски готовятся, подаются в суд до подачи исков в суд. Было бы хорошо, если они оплачивали бы. Жители с этих неплательщиков взимается опять процент. И приходится платить пени, штрафы. Хаджимурат Альдиев не устает удивляться цифрам, которые приводит на встречи. Сам старается каждый месяц оплачивать счета. Ведь накопив большую сумму, сделать это становится намного труднее. Лучше всего, по его мнению, установить счетчики и быть уверенным, что платишь только за потребленный ресурс. Мало того, что не платят, так многие даже своими льготами не интересуются, отмечает на встрече. А ведь большинство абонентов подпадает под эту категорию. Я вхожу в эту категорию льготы, так как я мать 5 детей. Там 5 и более детей, это считается как бы многодетная семья. Да, 30% государство тебе помогает, субсидирует. Вот. Это хорошо, конечно.
Проблема с низкой платежеспособностью жителей не раз поднималась и главой региона. Инузбек Евкуров поставил вопрос ребром. Если ситуация в селах Икажево и Сурхахи в ближайшее время не изменится в корне, местных глав освободят от занимаемых должностей. Хазида Брива, Рахман Цуров, Новости 24.